Премьер-министр Северной Осетии провел сегодня выездное совещание в ЦЕИ по вопросам развития туризма. В мероприятии также приняли участие министр туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Алан Диамбеков, начальники ведомств и руководители турбаз Цейского ущелья. Горный курорт популярный еще во времена СССР. Здесь был перевалочный пункт восхождения альпинистов, а также один из центров бардовского движения. ЦЕИ растерял былую славу вместе с распадом Союза. Сегодня он ассоциируется прежде всего с зимним отдыхом. В межсезонье в этих местах туристическое затишье. Все это было санатории, здравницы и так далее. Все это было профсоюза. Это были зоны отдыха трудящихся. Они приезжали, отдыхали. Потом разрушили целую огромную страну. И все это как-то там поделилось, бог знает на что. Очень хочется, чтобы мы, те, кто здесь живем и принимаем здесь гостей, вели себя более корректно. Я имею в виду не кого-то там, прям говорю мы, да, потому что я себя не отрываю ни от Бурона, Мизура, Алагира, Владикавказа. Мы хозяева этой земли, да, и когда приезжают гости из Воронежа, Ленинграда, Москвы и так далее, неважно, мы должны их встречать хорошо. Не надо их мучить нашим гостеприимством. Пусть они тихо, спокойно отдыхают, все будет хорошо. Как сделать ЦЕИ полноценным круглогодичным курортом с мировым именем – главная тема совещания. Только вот прежде необходимо ликвидировать ряд недостатков. В ближайшие 2 недели руководство республики и директора турбаз определят основные проблемы и стоимость их устранения. Комплекс проблем, которые сегодня обсудили, и мы хотим вот конкретно, чтобы директора турбаз и руководители альплагерей вот высказали то, что им мешает в работе. Вы прекрасно слышали, это и общественная безопасность, и всякие коммуникации, и канализации, и очистные сооружения. И ряд проблем, которые сегодня возникнут, все в протокольном форме. Каждый получит поручение. По каждой проблеме будут конкретные указанные протокольные решения и поручения будут даны. Во-первых, восстановить очистные сооружения, чтобы в чистые реки не стекали сточные воды. Во-вторых, отремонтировать и поддержать состояние дорог. Из-за частых снегопадов подъезд к курорту часто становится невозможным, а камнепады и вовсе разрушают дорожные ограждения. В-третьих, обеспечить безопасность. На территории комплекса нет полноценного пункта оказания медицинской помощи. В будни дежурит лишь один фельдшер. Отсутствует также и пожарная бригада. Далеко не последнюю роль играет и отсутствие генерального плана развития курорта ЦЕИ как такового. Ставшая уже привычной, но не менее острая проблема принадлежности земель в ЦЕИ тоже актуальна. Необходимо определить, кто именно несет ответственность за местные земли. Один из способов решения, по словам Сергея Такоева, компромисс взаимодействия профсоюзов и муниципалов, совместное курирование территорий. Сегодня ЦЕИ – это прекрасное место, радующее своими красивыми пейзажами и пугающее условиями для туристов. Совсем скоро это место обещает стать полноценным круглогодичным курортом. Фатима Дзываева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.